Уроки информатики в Приморской средней школе станут намного интереснее и продуктивнее. Теперь у каждого учащегося есть возможность заниматься за отдельным рабочим столом и узнавать больше об IT-технологиях. Ведь в образовательном учреждении появился целый компьютерный класс. Мы, безусловно, рады тому, что у нас появилась такая возможность, появилось очень много компьютеров, на которых мы можем все видеть, работать с этими компьютерами. Каждый ученик имеет возможность поработать индивидуально с компьютером. По чуть-чуть научимся, как правильно работать с компьютером. Самое главное, мне кажется, поможет в учебе моей, будет легче работать. И спасибо за такую возможность, что у нас есть такие компьютеры, и каждый ученик может пользоваться. Компьютеров много, и каждый будет индивидуально заниматься. Раньше в образовательном учреждении было всего 4 компьютера, теперь 24. Это стало возможным благодаря поддержке первого замруководителя администрации России Сергея Кириенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Во время визита в Абхазию первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергея была посещена наша Приморская средняя школа номер 1. Сергей Кириенко встретился с нашим коллективом. Значит, была беседа, были обсуждены вопросы, которые волнуют не только, наверное, нас, но и всех. Это кадровый вопрос, но и также техническое оснащение. И после этого после этой встречи нам Сергей Кириенко дал сертификат на 20 компьютеров. Как вы видите, эти компьютеры уже были доставлены в республику и установлены уже в школе. Хотим поблагодарить и сказать большое огромное спасибо главе Адыгеи, ну и, естественно, Кириенко Сергею Владимировичу. Уроки информатики в Приморской школе проводятся 2 раза в неделю в 10 и 11 классах. Сегодня учащиеся с нетерпением ждут занятий, ведь теперь можно больше узнать о мире компьютеров и алгоритмов, и о том, как устроены гаджеты. Я с компьютером очень давно связан, так как у меня дома есть свой ПК. Я разбираюсь в нем немного. И в школе появился он недавно. Очень рад, так как я очень люблю вообще компьютеры. Тем более это поможет другим девочкам и мальчикам, те, которые не знают, как его использовать. У меня даже дома компьютера не было, поэтому информатика – это, безусловно, возможность научиться хоть каким-то базовым знаниям, связанными с компьютерами. И сейчас компьютеры – это очень важная часть человечества, поскольку без компьютера дальше очень сложно будет. И еще одна хорошая новость. В школе появилась долгожданная спортплощадка. Спортзала здесь не было даже в советское время, рассказывают учителя. Теперь здесь можно проводить полноценные занятия по физической культуре. Во дворе построен целый спортивный комплекс. Тренажеры, волейбольные и баскетбольные площадки. Здесь есть все, чтобы заниматься спортом. Теперь ученики Приморской средней школы смогут заниматься на уроках физкультуры не только волейболом и баскетболом, но и футболом. Здесь совсем недавно появилось футбольное мини-поле, а в скором времени появится и футбольная команда. Занятия, да, у нас уже по физкультуре, значит, учитель физкультуры, когда хорошая погода, он проводит с детьми физкультуру на улице. В день открытия, когда у нас было открытие стадиона, мы провели товарищеский матч, приезжали, футбольная команда приезжала из Пицунды, из Гудауты, у нас внизу была уже встреча. Хотим в дальнейшем тоже у себя в школе, здесь сила даже для молодежи, сила для всех, тоже открыть футбольный клуб. Тренер будет приезжать, и будет здесь у нас тоже футбольная команда своя, я думаю, в селе нашем тоже. Спортивный комплекс в школе построен при поддержке депутата парламента Алисы Гулария, главы Адыгеи Мурата Кумпилова, главы администрации села Приморское Леварсы Матуа. Строительство спортплощадки длилось год и завершилось недавно. Мы давно мечтали в Приморской школе построить такую площадку, и наконец-то возможность появилась. Строительство длилось с августа 2024 года по январь 2025 года. Компания-застройщик была из Адыгеи, Дор Транссервис. Проект был нам подарен от архитектора Беслана Касладзе. Он нам сделал это в подарок. Вот благодаря им всем мы реализовали такой чудесный проект в селе Приморское.
Хочу поблагодарить всех тех, кто причастен к строительству этого спортивного комплекса. Это наше правительство, Министерство просвещения и нашего депутата Гулари Алису Зауровну за такой большой вклад, который помогла для этого нашего строительства такого красивого спортивного комплекса. Верю, что наша молодежь и наши ученики все здесь будут заниматься спортом. И думаю, может быть, в дальнейшем будут у нас великие спортсмены. Сегодня в Приморской школе обучается 85 человек. Это вторая жизнь сельской школы. Ведь в 2011 году образовательное учреждение в результате замыкания полностью сгорело. В 2013 было отстроено заново. Оставалось лишь построить спортивный комплекс и укомплектовать компьютерный класс. В 2025 желания преподавателей и учащихся сбылись. Теперь здесь есть все для полноценных занятий. Гугут Савардания, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.